Открывает еженедельное совещание Владимир Сластенин с вопроса кадровых изменений в правительстве. По собственному желанию указом главы Ингушетии освобожден от занимаемой должности Тимур Фатахов. Вице-премьер проработал в правительстве около 5 лет. Владимир Сластенин отметил, что за эти годы Фатахов проявил себя высоким профессионалом и внес весомый вклад в развитие республики. Мы говорим вам спасибо большое и решите вручить грамоту главы республики за заслуги в социально-экономическое развитие Республики Ингушетия, многолетнюю добросовестную государственную службу. Тимур Иванович, это от главы. А это от правительства тоже на добрую память. Правильно Владимир Владимирович сказал, 5 лет пролетели как один день. Я очень благодарен главе республики за то, что дала возможность поработать в республике. Это была очень интересная работа. Это была плодотворная работа. Работа в его команде, которую он создал здесь. Владимир Владимирович, вам огромное спасибо за то, что грамотно рулили мною, при этом давая свободно поработать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, всем большое спасибо за совместную работу. Это было 5 лет очень интересной, плодотворной работы. Много сделано. Сделано в первую очередь благодаря нашей с вами совместной слаженной работе. Заместителем председателя правительства Ингушетии назначен Микаил Балахоев. До этого он возглавлял Министерство строительства республики. Владимир Сластенин пожелал назначенцу плодотворной работы. Далее участники совещания перешли к основной повестке. Первый вопрос – отбор граждан на военную службу по контракту. О деталях этой работы рассказал военный комиссар Ингушетии Заурбек Кадаборшев. С начала этого года контракт на военную службу из Ингушетии заключили более 300 граждан. Сейчас они отстаивают интересы нашей страны в ходе специальной военной операции. Существенным стимулом для наших ребят становится поддержка со стороны государства. В этом месяце задание у нас 45 человек, отправлено на военную службу на сегодняшний день уже 29 человек. Думаю, что до конца этого месяца задание, установленное на этот месяц, будет выполнено. Также хотелось бы сказать, что количество граждан, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту в связи с увеличением единовременной выплаты, как от руководства нашей республики, так и федеральная выплата по 400 тысяч. Количество граждан, изъявивших желание, оно несколько увеличилось. Следующий вопрос повестки – реализации в Ингушетии федерального проекта создания единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения. Проект направлен в первую очередь на обеспечение доступности медицины для граждан посредством цифровых технологий. В текущем 2024 году выполнена полностью актуализация в подсистемах Федеральный регистр медицинских организаций и Федеральный регистр медицинских работников ЕГИСД, что позволило обеспечить передачу сведений от 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Следующий вопрос – обеспечение в период Дня знаний и выборов главы республики мер общественной безопасности и защищенности объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, культуры и не только. О готовности общеобразовательных учреждений к учебному году рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Ингушетии Ахмед Башир Сароев. 2 сентября текущего года будет функционировать 242 образовательные организации. В 2023 году в рамках федерального проекта модернизации школьной системы образования проведен капитальный ремонт в 16 организаций. В текущем году продолжается капитальный ремонт в 6 образовательных организаций. Также в 2023 году в республиканском бюджете на мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности и антитеррористической защищенности было выделено 5 миллионов рублей. Министерство в рамках указанного лимита финансовых средств выделили проведение работы в 6 организациях. Следующий вопрос повестки – подготовка к проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню окончания Второй мировой войны. В Ингушетии к важным датам пройдут тематические мероприятия. 3 сентября – Международный день борьбы с терроризмом. Запланировано более 100 мероприятий в республике. Это будут классные часы, уроки мужества в учебных заведениях. По линии Минспорта это будут профилактические мероприятия со спортсменами, с детьми, которые занимаются спортом. Также по линии Министерства культуры будут это выставки различные, книжные. И основное мероприятие пройдет у нас
на мемориале памяти и славы. Следующий вопрос – состояние посевов сельскохозяйственных культур в связи с засухой и принимаемые властями республики меры. Из-за аномальной жары и отсутствия дождей в Ингушетии пострадали посевы, что грозит серьезными потерями урожая, из-за чего на территории муниципальных образований могут ввести режим ЧС. Поступило более 200 заявлений по проведению обследования погибших посевов. На основании поданного заявления была создана комиссия Минсельхоза совместно с Федеральной службой Россельхозцентра по Республике Ингушетия, а также Ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств Республики Ингушетия. По всем ключевым вопросам повестки еженедельного совещания Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Рина Зычоева, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.